жбирыш школе яхас фоки да ух карате самба цат секти житигиш тигиш ух собирыш карате сфокч ох бе хул масихан бе хул тигиш жо кол бе хул масна му хаджо всегда чвош чугна да чвош саму хаджо масихан тренер с карате лили же тренер секции шибизм болшхан хаух шибизм болшхан хаахс бириш хаал ши хугвот бириш хакачич qalxalat бириш юхтак бисн чих дизиш хул. Двое сыновей этой женщины ходят заниматься фок-плиева. Есть несколько моментов, которые смущают обратившуюся на программу мать. Буквально через пару дней после звонка в студию прямого эфира инспекционная служба Назрановского района приехала на место для того, чтобы выяснить, так ли это на самом деле и в каких условиях приходится заниматься ребятам. Действительно, ситуация тут отличная, просто тут никакого запаха нету, хотя звучит некрасиво. Заходишь, порядок, деревья посажены, то есть тут действительно атмосфера спортивная была приятная на самом деле. Порядок здесь поддерживают специальные сотрудники, которые убирают как внутри фока, так и снаружи 2 раза в день. И как показывает картина сегодня, работа ими выполняется на должном уровне. Также одной из жалоб в вопросы жительницы была работа тренера по всестилевому карате. Я один тренер здесь в зале по карате. И бывает, у нас выезды бывают, нам надо выезжать, участвовать на соревнованиях. Мы уезжали на различные соревнования, на всероссийские международные соревнования. Вот в это время, когда мы на выезде, получается так, что я же не могу здесь в зале быть. Вот, и приходилось пропускать тренировки. Тренер объясняет, что в таких случаях обязательно предупреждает детей и их родителей в общем чате в мессенджере об отмене или переносе занятий. Абдул-Азиз Шаухалов профессионально тренирует ребят около 25 лет. За это время тысячи парней освоили навыки карате, а многие только в начале пути. Воспитанники считают своих тренеров вторыми родителями. Дик тренировки, но хотя бы как энкажи дик тренировка. Значит, отдельно инициацию тренировки согласен. Тренируются ребята обычно вечером, для того, чтобы была возможность совмещать со школьными занятиями. Абдул-Азиз Шаухалов гордится своими воспитанниками и их трудом. В прошлом году отсюда вышли победители и призеры международных соревнований. 1 призер мира, 1 чемпион мира по взрослым выполненным нормативам. Не заниматься у нас нет времени, говорит тренер, ведь впереди большие планы. Мы готовимся на первенство России. У нас в апреле месяце в городе Орел будет первенство России. Физкультурно-оздоровительный комплекс функционирует с 2012 года. За это время здесь прошло обучение тысячи ребят, а на сегодняшний день укрепляют свою выносливость и здоровье более 400. Здесь есть отличная возможность заниматься вольной борьбой, дзюдо, тяжелой атлетикой, боксом, карате или боевым самбо. Инспекция Назрановского района просит жителей не распространять фейковую информацию, тем самым вызывая беспричинную панику и беспокойство среди населения. Мадина Цора, Мухаммад Дарсигов, Магаз 24.